Отрывок из «Короля Лира», музыка Баха и белая одежда. Актеры Русского драматического театра имени Маяковского в последний раз выходят на эту сцену. Короткая постановка, прощание с дорогим и близким сердцу театром. Здесь нет декораций, сцена наполовину разрушена. Зрительный зал, кресла и даже пол уже разобрали на дрова. Вместо любителей театра сегодня в зале горят десятки свечей. Внутри, на стенах, актеры оставили прощальные надписи, которые трогают за душу. Знаете, многие говорят, что театр – это храм, да? Многие говорят, что театр – это второй наш дом, многие актеры. Да, храм – это точно, потому что мы молимся на этой сцене. Перед тем, как выйти на сцену, обязательно мы целуем сцену и выходим. Без этого ни один актер не выходит, по крайней мере, у нас в театре. Дом, да, были моменты, когда мы жили в этом доме, то есть жили здесь. Был спектакль, мы работали над спектаклем. Я 2 месяца спал именно на сцене, я не уходил никуда. Последний поклон залу, и Хуршед Мустафаев не может сдержать слез. Он играл и жил на этой сцене почти 15 лет. Сотни сыгранных ролей сделали его живой частью этого театра. Сейчас у меня такое чувство, что половина моей жизни как бы не функционирует. То есть она наполовину работает. Наполовину работает то, что мое тело. Снос театра Маяковского, здания, построенного еще в 20-е годы прошлого века, начался на днях по решению Комитета по архитектуре и строительству столицы, где считают, что это здание не имеет никакой архитектурной ценности и не отвечает стандартам современного градостроительства. Но, по словам актеров, чиновники забыли об огромной исторической ценности здания театра для всей страны. В его стенах в 1929 году было принято решение об образовании Таджикской ССР. То есть впервые за 1000 лет таджики смогли создать свое государство. Здесь играли актеры, известные не только в республике, но и во всех странах бывшего СССР. В годы Второй мировой войны сюда был эвакуирован Московский театр имени Маяковского, в честь которого и был назван его душанбинский коллега. Пока актеры театра остались бездомными, временное убежище им дал таджикский драмтеатр имени Лахути, который в скорости также будет снесен. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.